биринчи иретте бүгүнкү чек арачылардын майрамы менен куттуктайм. Майраңыздар менен чын жүрүктөн куттуктап, урматтуу чек арачылар, сиздерге ден соолук, үй бүлөңүздөр менен тынч болуңуздар. Урматтуу депутаттар, биз чек арачылардын айлыктарын, соц пакетин, үй маселесин карап бериш керекпиз. Анткени мамлекеттин бүтүндүгү ушу чек арачылардын колунда. Биз дайым ушу алардын жашоо сапатын, кызматын ойлош керекпиз. Уважаемые коллеги, я сегодня хочу поднять вопрос, который внесла пандемия коронавируса. В значительной мере это усугубило проблемы, связанные с регулированием рынка труда. И надо сказать, что на сегодняшнюю дату 97 тысяч безработных ищут работу и зарегистрированы в службах занятости. По данным службы миграции, еще 100 тысяч мигрантов, трудовых мигрантов, находящихся в соседних странах, вернутся, потеряв работу. Я думаю, что сейчас правительство, Алмазбек Мырза, подумайте, необходимо создать действенные механизмы обеспечения занятости этих людей. И на самом деле, если плата общественной работы оплачивается 1800 сомов, это, я думаю, не стимулирует. И хотя бы те наши безработные, ищущие работу, мигранты, которые вернутся, будут получать плату за выполнение общественных работ, это около 5000. Я думаю, мы как-то снизим накал безработицы. И на самом деле вот сейчас очень много звонят из регионов Ошской области, Джалабадской, Баткенской области, где созрел уже первый урожай овощей, фруктов, да? И вот, возможно, даже они просят какую-то поддержку, какие-то небольшие кредиты краткосрочные для того, чтобы они могли реализовать в розничной сети, задействовать этих безработных. Я думаю, правительство сейчас должно проработать этот вопрос. Ожидается большое число людей, которые будут искать работу, и сейчас мы должны помочь им и как бы обеспечить и кредитами, и все-таки на общественных работах, я думаю, посмотрите, да, чтобы если будет оплата, хоть на уровне прожиточного минимума, чтобы они могли прожить это время, повысить эту плату и средства, да, я надеюсь, что и депутаты поддержат, мы должны изыскать дополнительные средства, чтобы обеспечить оплату этих трудовых мигрантов, которые потеряли работу и сейчас вынуждены вернуться домой. И на самом деле вы сами должны еще проработать какие-то механизмы, чтобы обеспечить этих людей работой. Рахмат.